Ассаламу алейкум, достар. Калайсиндар. Бул Каштанов. Менен Каштанов реакшн канала Макош Кельдинсдар. И сегодня у нас будет реакция на видео под названием «Как Путин коверкает имя Токаева». Ребята, наверное, для вас это будет немножко неприятное видео, конечно же, я понимаю, что к чему. Тем более я знаю, как вы щепетильно относитесь к неправильному произношению. Вот эти вот все правила, что если здесь «о», то надо читать «о». Я это все усвоил, уяснил, хотя у меня тоже были, конечно же, с этим проблемы. В принципе, наверное, как и у всех русских, ну не русских, а россиян, да, кто именно из России либо приезжает, либо вот как я смотрю реакции, смотрю видео и записываю реакции. Правильно надо говорить Касым Жомарт Токаев. Все, ребята, я знаю, это мы уяснили, да? Неоднократно встречал комментарии, что вот на этом самом пресловутом форуме, да, о котором все говорят и говорили вот еще недавно очень много, Путин неправильно произнес практически полностью имя президента вашей страны. Я это не смотрел, и вот как раз-таки подвернулось это видео. Думаю, вот оно. Как раз-таки стоит посмотреть и записать реакцию. Ребят, постараюсь быть объективным, но вы тоже заранее поймите, по известным причинам нельзя высказываться вот прям, как говорится, от души, от сердца, да, потому что можно уехать далеко и надолго, да, как говорится, за слова в интернете тоже подтягивают, притягивают, как-то так. И вот эти вот все названия, спецоперация, Анау-Манау, Дигиндей, вот это все тоже не просто так, я все понимаю, ваше негодование, но это официальная терминология, спецоперация, и так и стоит, вернее, так рекомендовано называть, потому что если будешь по-другому называть все вот эти вот мероприятия, то могут персональные санкции уже на того человека, кто неправильно называет. Короче, как-то так. Да, вот, ребят, в такое время живем, пытаемся жить, как-то выживать. Ну ладно, это уже не по теме, давайте приступать к просмотру видео. Кетка. Камежан Шамилевич доступал и... Блин, ребят, мне вот уже прям сразу охота заново, ну, в начало перемотать и послушать. Камежан Шамилевич доступал и... Токаев такой, типа, ты вообще к кому обращаешься, дядь? Ребята, блин, ну даже до смешного, вы поймите, я не смеюсь над президентом, неважно той или иной страны, но просто сама ситуация, ну блин, она до абсурда смешна. Блин, если уж я обычный человек, который что-то там в интернете смотрит, пытается что-то там комментировать, да, и то выучил фамилия, имя, отчество, то неужели первый человек страны не выучил? И не знаю, ребята, даже как-то тяжело комментировать. Ну, давайте дальше смотреть. Говорят, до слез прям. Один из самых близких наших союзников. У нас уникальные отношения с нашим государством. И они были заложены первым президентом Казахстана, Нурсултаном Назарбаевым. И сейчас подхвачены эти направления и это поддержание этого качества отношений новым президентом. В смысле, он просто забыл, не вспомнил и даже не стал произносить имя? Так, что ли, надо полагать? Массовые протесты, да? За несколько январских дней
Казахстан пережил масштабный кризис. Я абсолютно согласен с Александром Григорьевичем Лукашенко. Что касается ситуации в Казахстане, всем известно, что президент Казахстана Кемель Жомарtovич Токаев. Кемел. И, ребят, не, я так понимаю, не Жомартович же, а Жомарт. Самого президента Казахстана Александра Кемелевича Токаева. Ребят, ну это, блин, смешно до абсурда. Я просто в шоке. Ну как так? Первый человек в стране. Ну почему он не запомнил? Блин, может это какая-то особенность? Ну не знаю, все люди же разные. Как бы, ну это понятно, да? И внутренне, и эмоционально, и умственно, и морально все разные. Кому-то дается одно легко, кому-то другое. Я вот запомнил. Как бы с 2-3 попыток без проблем вы мне поправили меня в комментариях. Все. А вот у Путина, возможно, с этим проблемы. Может быть, ребята, я, наверное, пытаюсь его сейчас оправдывать. Может, у него там голова занята другим. Блин, ну мне как-то даже немножко неудобно и неловко, что президент моей страны не может запомнить имя, фамилию и отчество президента соседней, дружественной, на секундочку, страны, которая находится в ОДКБ, в ЕС, если не ошибаюсь, если ничего не путаю, по-моему, в ЕС тоже. Ну и вообще очень плотные экономические, политические и так далее и тому подобные связи. Блин, самая большая сухопутная граница, на секундочку, в мире между нами, нашими странами. Алло. Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Выйти к Питеру и рассказать нам, что нас всех ждет. Спасибо. Большое спасибо, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич. Решение и состоит суть нашей предстоящей работы. Это очень сложная работа, об этом я и ранее говорил. Находить именно взаимоприемлемые решения, учитывать интересы друг друга. Да, в рамках Евразийского экономического союза у нас бывают споры. Ребята, так я походу сам даже ошибаюсь, да? Вот если назад полистать, Касым-Жомарт Токаев. Касым-Жомарт, это, я так понимаю, двойное имя, что ли? Токаев, это фамилия. А Кемелевич, это, я так понимаю, отчество. Блин, ребят, извините, я, походу, сам тут уже тоже напутался, да? Перепутал все еще там, что-то на Путина нагоняю, блин. Сам такой, не лучше сижу, да? Ну, вот я вот неоднократно где-то видел, ну, в различных видео, вот прям вот как сейчас, да, мы с вами видим Касым-Жомарт Токаев. Ребята, мне это действительно интересно. Я пытаюсь разобраться. А Кемелевич это что такое? Это отчество или что это? Вот здесь вот написано Касым-Жомарт Токаев. У Путина, не знаю, что там было написано, наверное, Владимир Владимирович Путин. Или просто Владимир Путин. Вот не видел его табличку. Ну да ладно, давайте дальше смотреть. Да, в рамках Евразийского экономического союза у нас бывают споры, поскольку мы ведь встречаемся не только в открытом формате, но бывает и закрытая часть. Но, как правило, Владимир Владимирович улыбается, ведь он понимает, о чем говорит. в случаев мы находим решение. Это радует. Блин, Спасибо. вот сейчас, ребят, какого фига Симонян перебила, блин, президента другой страны? И неважно, кто тут сидит, Токаев или же президента, я не знаю, там, Туркестана, кого нет, Туркестана говорю, Туркменистана или же даже Северной Кореи. Ну, блин, неважно. Это президент страны. Ты кто, чтобы его перебивать? И дело, опять же, повторюсь, не в Токаеве, а вообще в принципе. Вот, ну, как это вообще возможно? Но, как правило, Владимир Владимирович улыбается, ведь он понимает, о чем говорит. в случаев мы находим решение. Это Блин, ну это радует. бестактность, ребят. Спасибо. Я желаю вам и нам всем удачи на пути поиска этих решений как можно быстрее.
Красненьким должно, да, загореться. Да, спасибо. Вот мой коллега сказал по поводу, что бывают споры. Они всегда у нас споры. В закрытой части мы всегда спорим. Но всегда мы относимся друг к другу с уважением и всегда ищем и находим компромисс, что чрезвычайно важно. Вы сказали про давление со стороны. Вот Камиль Шамилевич выступал и... Кимижам Ишемильевич. Блин. И опять такой Токаев, да, сидит. Опять. Это он опять мне говорит, нет? Это он ко мне вообще обращается. Блин, ну, конечно, смех смехом, ребят. Ну, представляю, да, наверное, каково ему было. Блин, ну... Касым-Жомарт Кемелевич. Почему не сказать? Касым-Жомарт Кемелевич. Кимижам Ишемельевич. Блять, ребят, ну я просто в шоке. Сказал... Ты чё, блин? Что касается Казахстана, то действующий президент, мы с ним обсуждали много раз эти вопросы. Опять, да, не произнес имя? Мой казахстанский коллега. Казахстанский коллега. Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, Вот они, знаменитые Не. слова, да, уже? Южную Абхазию, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос. Да, спасибо вам, безусловно. Я публично говорил, без всякого стеснения, это Советский Союз, что такое? Это историческая Россия. Именно последняя фраза, да? Да, спасибо вам, безусловно. Я публично говорил, без всякого стеснения, это Советский Союз, что такое? Это историческая Россия. Ой, ребята, не знаю, случайно ли оговорка была в этот момент или же нет. Ой, не знаю, ребят. Это такая игра на таком высшем уровне идет. И мне кажется, там все в курсе всего происходящего со всех сторон. Это такой некий спектакль, возможно, мое оценочное суждение, в принципе, как и все, что я здесь сказал, это мое личное сугубое мнение, никого не пытался оскорбить, бред сумасшедшего, да, считайте это так, воспринимайте это так, но все же, по моему ощущению, иногда прям складывается, что это игра на высоких... как-то на высоких уровнях, да, и нам, внизу, обычным людям, кто живет, работает, вот, обычный быт и так далее, и тому подобное, нам никогда не суждено этого узнать, и даже малую толику всего того, что действительно там происходит, и все руководители всех стран, наверное, в курсе, понимаете, ребята? Это, ну, опять же, да, моя теория, но все же, просто, наверное, нельзя... как говорится, рубить с плеча и просто там что-то делить, что-то забирать, с кем-то воевать, вот просто так, да, надо всегда показывать недовольство со стороны тех или иных стран, что вот там кто-то куда-то напал, да, все мировое сообщество это осуждает, там, ай-яй-яй, негодяй, там, и так далее, и потом они меняются ролями, понимаете? И мы такие, блин, обычный народ, да, вот действительно, там надо осудить или еще что-либо, а теперь вот эти плохие негодяи. Ребята, все уже давно решено за нас, все уже поделено. Просто они отыгрывают роли, и нельзя вот просто так взять, что-то отдать, что-то забрать в одно мгновение, понимаете? Нужно... это прелюдия на те решения, которые уже, наверное, давно приняты. А сейчас просто они играют свои роли, выжидают какое-то время какими-то действиями, потому что, ну, политтехнологи, вот эти вот все люди, которые там работают,
вот с такими головами, да, которые, у которых работа и заключается, чтобы вот это вот все просчитывать, планировать. Там очень умные люди, в общем, и все это, мне кажется. Но, опять же, ребята, это моя теория, что все это уже давно решено. Все это не просто так. И в какой-то степени вот эти все вот оговорки, да, встречал мнение, что это все специально, все это спланировано, и вот эта вот речь Токаева тоже не просто так она была сказана. Путин знал, что он такое скажет, потому что плюс-минус, может быть, недословно, но вектор, допустим, этого заседания был уже определен. А вот эти вот всякие моменты, и это уже нюансы, да, которые по ходу там кто-то как-то импровизирует, что Токаев, что Путин, а на самом деле все уже, как говорится, все уже украдено до нас, да? Не помню, с какого фильма эта фраза. Операции. Все уже украдено до нас. Короче, как-то так. Блин, ну не знаю, ребята. Вроде такое серьезное видео. Политика, она умна, у Дигиндея. Блин, ну я тут посмеялся, как говорится, от души. При этом еще раз хочу сказать, не хотел никого не обидеть, ни президента Путина, ни президента Токаева. Просто сама ситуация-то абсурдно смешная. Ребята, ну такого не может быть. Вот реально складывается ощущение, что это все запланировано, все не просто так. Путин без конца коверкает имя президента, иногда даже его не называет Токаев, и говорит такую речь, да, мы не будем признавать. И складывается такое ощущение, что у них прямо конфронтация между собой, да, как-то там, возможно, на личном уровне, ну, которая, наверное, так или иначе перетекает на уровень уже государства. Конечно, прям вот не хотелось бы, чтобы так было. Но, блин, я не знаю, это уж какие-то теории заговора, конечно, идут. А возможно, это просто всего лишь моя больная фантазия. Короче, как-то так. Пишите в комментариях, в общем, ваше мнение, что вы думаете по всему здесь увиденному и услышанному. Я не знаю, ребята, меня это кроме улыбки ничего не вызывает. И, конечно, вообще недоумение. Как такое вообще возможно? Не знаю. Так, ладно, Достар, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, пока, до встречи.